добрый день. Добрый день всем участникам. Как нас слышно? Если нас слышно хорошо, участников просим отметить плюсиками, что вы нас слышите, что все в порядке. Добрый день, уважаемые участники. Если как слышно, пожалуйста, отметьте плюсиком, если слышно все хорошо. Ну, итак, начнем. Сегодня я хочу поговорить. Я представлюсь. Зовут меня Лариса Ивановна Кладова. Я работаю музыкальным руководителем в детском саду в 83-м. Сегодня я хочу с вами поговорить о значении музыки для укрепления здоровья будущего первоклассника. Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества и, конечно же, родителей. Состояние здоровья подрастающего поколения является показателем благополучия общества, отражающим не только истинную ситуацию, но и дающим прогноз на перспективу. Многие современные родители считают, что если ребенок умеет читать, писать, считать, то он уже готов к обучению в школе. Но готовность ребенка к школе обуславливается развитием интеллектуальных, познавательных процессов и наличием кругозора. К познавательным процессам относятся ощущения, восприятие, мышление, память, речь, воображение. К тому же ребенок должен уметь обобщать, сравнивать предметы, высказывать умозаключения. Простым и эффективным средством обретения всех вышеперечисленных способностей является музыка. Сухомлинский утверждал, что музыка – это могучий источник мысли. Без музыкального воспитания не может состояться полноценное умственное развитие ребенка. По данным медицинской статистики, количество дошкольников с хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом. Учеными доказано, что детям полезно слушать классику и колыбельные, петь и двигаться под музыку, что музыка не только развивает детей, но и оздоравливает их, повышает иммунитет, снижает напряжение и раздражительность. Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе и как один из видов искусства является одним из средств физического развития детей. Музыка, которая воспринимается слуховым рецептором, воздействует на общее состояние ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения и дыхания. Лечебное применение музыки имеет многовековую историю. В древности медики полагали, что музыка способна помочь человеку выздороветь, когда он болен. Считалось, например, что разные музыкальные инструменты по-разному влияют на здоровье человека. Например, звуки скрипки способны излечить плохое настроение. Флейта помогает, когда у человека кашель. А если звучит альт, то улетучиваются неврозы. Арфа возвращает в доброе и бодрое расположение духа. Музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы, успокаивает, расслабляет или наоборот, будоражит, возбуждает. Вызывает также различные эмоциональные состояния, от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии. В наше время интерес к благотворному влиянию музыки на здоровье людей возобновился, и уже повсеместно пошло такое понятие, как музыкотерапия. Что же такое музыкотерапия? Это психотерапевтический метод, который основан на эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от мелодии, ее ритмической основы и исполнения, музыка может оказывать самые разнообразные эффекты, от ощущения внутренней гармонии до агрессивного поведения. Может быть, вы слышали когда-то такое определение «эффект
Моцарта. Вот группа ученых в течение 20 лет проводили многочисленные исследования и пришли к заключению, что музыка Моцарта оказывает благотворное, положительное воздействие на здоровье и умственные способности человека. Конечно, слушать можно не только Моцарта. Это может быть любое произведение классиков, которое соответствует вашему внутреннему душевному настрою. Давайте с вами попытаемся ответить на вопросы. Зачем нужна музыка вашему ребенку? Почему музыка необходима детям именно в дошкольном возрасте? Что дает музыка? В Японии был проведен эксперимент, в ходе которого в одной из групп детского сада проводились занятия музыкой, а в другой, параллельной группе, занятий не было таких. И позже оказалось, что у детей, которые занимались музыкой, была лучшая концентрация внимания, что они гораздо быстрее запоминали новый материал и намного лучше его усваивали, чем дети, у которых уроки музыки не проводились. Такие чудеса, творимые музыкальными мелодиями, объясняются тем фактом, что благодаря ее положительному влиянию на мозг активизируются соединения между нервными клетками. Самым важным периодом для развития мозга и нервной системы являются именно первые 6 лет жизни ребенка. И поэтому следует как можно раньше начинать музыкальное развитие детей. Вы наверняка слышали, что музыка оказывает лечебное воздействие на организм еще нерожденного ребенка. В утробе матери ребенок слышит. Уже в 14 недель плод реагирует на ритм мелодии и громкость звучания. Он определяет, нравится ему эта музыка или нет. Простите. Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой эффективны для общего развития ребенка. Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к обучению, способность слушать и слышать, видеть и чувствовать. Вот недалеко полный список того, что могут развить занятия музыкой. В дальнейшем ребенку будет легче учиться в школе, проще воспринимать и запоминать новую информацию. Но главное условие – музыка должна нравиться, вызывать положительные эмоции. Музыка действует на эмоции ребенка, позволяет снимать стрессы и может быть первым шагом на пути оздоровления. Для этого можно использовать различные упражнения. Например, в музыкальном диалоге ребенок может контактировать с другим человеком в безопасной зоне. Он раскрепощается и учится выражать свои чувства и эмоции. А делать это можно с помощью простых музыкальных инструментов: барабана, деревянных ложек, треугольника, маракасов, трещотки, все, что у вас есть под рукой. И вот игра «Музыкальный диалог». Попробуйте предложить ребенку сказать что-нибудь не словами, а музыкальным инструментом. Ну, вот такой вариант, например. Передай свое настроение с помощью барабана. Или такой: давай поиграем тихо-тихо, а теперь так громко, как только можешь. А сможешь играть быстро-быстро, а медленно? Такие игры можно проводить с детьми. Это игры на эмоции. Сохранению и укреплению здоровья детей в семье содействуют все виды деятельности, связанные с музыкой. Это и слушание музыки, и танцы, и пение, игра на детских музыкальных инструментах. И вот давайте с вами их немного разберем. Вот пение – это сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и голоса. Развитие слуха и голоса сказывается на формировании речи, ее красоте. А речь, как известно, транслирует мышление человека. Заучивание текстов у песен развивает память, а разнообразие тематика песен способствует познавательному развитию. Если у ребенка ослабленное дыхание, то оно не дает ему полностью проговаривать фразы, правильно строить предложения. Есть звуки, которые могут полностью восстановить кровообращение
и устранить застойные явления. Такую звукотерапевтическую практику давно знали и до сих пор используют в Индии и Китае. Данные звуки надо не просто произносить, их обязательно необходимо пропевать. Вот посмотрите, перед вами сейчас вокальная зарядка. Суть упражнения в том, что ребенок тянет звук как можно дольше на удобной высоте. Звук А помогает снять боли различного происхождения, лечит сердце и верхние доли легких, оказывает мощное действие на весь организм, способствуя насыщению тканей кислородом. И помогает в лечении глаз, ушей, тонкого кишечника, прочищает нос, стимулирует работу сердца. О лечит кашель, бронхит, трахеит, воспаление легких, снимает спазмы и боли, облегчает течение туберкулеза легких. Звук У улучшает дыхание, стимулирует работу почек, лечит горло и голосовые связки, а также все органы, расположенные в области живота. Звук И помогает при лечении ушей, улучшает дыхание. Звук улучшает работу головного мозга. Научно доказана целебная сила некоторых согласных звуков. Вот звуки В, Н, М улучшают работу головного мозга. К, Щ помогают при лечении ушей. Х освобождает организм от отработанных веществ и негативной энергии, улучшает дыхание. Звук С помогает при лечении кишечника, полезен для сердца, сосудов, желез внутренней секреции. Звукосочетание ОМ помогает снижению артериального давления. Звуки сочетания УХ, ОХ, АХ стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной энергетики. Это вокальная зарядка, вы можете заниматься дома с ребенком. В музыкально-ритмической деятельности ребенок слушает произведение, передает ее в движениях. Чем интенсивнее задействовано слуховое внимание, тем больше движений. Музыкально-ритмические движения и танцы выполняют релаксационную функцию, помогая добиться эмоциональной разрядки, снять умственную нагрузку и переутомление, формируют красивую осанку, укрепляют мускулатуру, развивают мелкую моторику, воспитывают выносливость. Движение и танец снимают нервно-психическое напряжение, помогают детям быстро устанавливать дружеские связи с другом. Выполняя движения с пением, дети учатся выразительности, умению распределять дыхание и координировать его с речевой фразой. У них развивается ритмическое чувство и музыкальный слух. И здесь можно использовать такие упражнения, например, как «Придумай танец». Ребенок танцует под любую музыку так, как хочет. Если он затрудняется с выбором движений, можете показать ему пример. Активизировать фантазию можно с помощью какого-то легкого платочка, например. Вот у нас ручеек, платочком показывать волнообразные движения. Спрячемся, закрываем платочком лицом. А теперь сделаем салют. Прячьте платок в ладошку и подбрасывайте вверх. Можно придумать тему для танца любую, например, «Мое хорошее настроение» или «Как я устал». Следующая игра в темпе барабана состоит в том, что кто-то из взрослых играет на барабане или другом музыкальном инструменте. Можно использовать даже кастрюли или смастерить марака, засыпать крупу в любую пластиковую бутылку. Вот вам, пожалуйста, ударный инструмент. А ребенок двигается, пока звучит музыкальный инструмент. Когда музыка прекращается, он должен замереть на месте. А затем вы можете поменяться ролями. Или такой вариант этой игры — изменять темп, играя на барабане. Медленно, быстро, с ускорением. А ребенок должен следовать темпу. Следующая игра — «Обретаем спокойствие», которую можно использовать. Известно, что композиции в медленном темпе заставляют человека
непроизвольно замедлить дыхание, расслабиться и успокоиться. И вот такое упражнение, медитация «Ласковое солнышко» на фоне спокойной музыки. Предложите ребенку положить руки в районе сердца и послушать, как оно стучит. При этом говорите ему: представь, что у тебя в груди кусочек солнышка, яркий и теплый свет разливается по телу, рукам, ногам. Оно согревает тебя, наполняет энергией и хорошим настроением. Еще одна игра «Музыкальный сон». Прослушайте любое музыкальное произведение с закрытыми глазами, а потом обсудите, что вам снилось. Игра на музыкальных инструментах требует точных движений и согласованной работы рук. Таким образом разрабатывается мелкая моторика. Особенно это важно при овладении навыками письма. Экспериментирование со звучащими предметами – это особая форма активности детей, которая позволяет развивать познавательный интерес к окружающему миру звуков, различать звучание разных предметов по высоте, интенсивности, развивать мелкую моторику кистей и рук, формировать чувство ритма. Можно сделать с ребенком различные самодельные музыкальные инструменты: свистящие, шумящие, гремящие, шуршащие, стараясь добыть с ребенком как можно больше разнохарактерных звучаний, чтобы со звуком у вашего ребенка связались разные понятия: громкий, тихий, глухой, звонкий, грубый, мешанный, резкий, грустный, веселый, спокойный, ну и так далее. Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, показывают, что звуки различных музыкальных инструментов по-разному влияют на организм человека. Звучание ударных, например, инструментов способно дать ощущение устойчивости, уверенности, физически взбодрить. Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы, а интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая клавишными инструментами, особенно фортепианная. Струнные же инструменты прямо воздействуют на сердце, а вокальная музыка, то есть пение, влияет на весь организм, но больше всего на горло. Восприятие музыки – это сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. Прослушивание музыки развивает наглядно-образное мышление, способность анализировать картину, нарисованную звуками, а затем рисовать ее самостоятельно в воображении. Такая сосредоточенность в дальнейшем пригодится для изучения математики и других точных наук. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снижает напряжение и раздражительность, останавливает дыхание. И хочется сказать несколько слов о детском творчестве. Известно, что рисование под классическую музыку почти всегда влияет на выбор детьми цветовой гаммы. Творчество под музыку позволяет снять внутреннее напряжение, сосредоточиться на выполнении заданий. Очень полезно использовать рисование под музыку как один из приемов арт-терапии. Рисуется не столько содержание музыки, сколько музыкальные впечатления, переживания, связанные с прослушанной музыкой, что способствует самовыражению и раскрепощению. Ну вот, например, арт-игра «Смешной страх». Она помогает бороться с ночными страхами, фобиями и последствиями испуга. Вы включаете симфонию 40 Моцарта, предлагаете ребенку нарисовать его страх, как если бы он был живым существом. Это может быть чудовище из-под кровати, страшный монстр или любой другой образ. А теперь меняете музыку и включаете ему произведение «Шутка» Баха и дорисовываете к пугающим рисункам что-то смешное. Например, забавный бантик, косички, ну или какие-нибудь смешные башмаки, несуразные очки. И ребенку становится уже не так страшно. Еще одна игра, арт-игра, мы вместе. Такая игра учит концентрации внимания и сосредоточенности.
помогает понять сущность привязанности и справиться с разлукой и другими факторами стресса. Надо включить музыку Гайдна или Шопена и предложить ребенку нарисовать его семью и друзей, а затем соединить изображение самого ребенка с близкими ему людьми тонкими линиями разных цветов и объяснить, что это линии любви и заботы, которые объединяют нас всех, где бы мы ни были. Некоторые дети охотно носят этот рисунок даже с собой в начальной школе, чтобы чувствовать себя увереннее. Итак, при помощи музыкотерапии можно моделировать эмоции, поднять настроение, снизить чувство тревожности. У неуравновешенных детей сформировать чувство внутреннего покоя, радости, положительные эмоции, желание общаться друг с другом. Сейчас давайте мы с вами попробуем провести релаксационное упражнение, которое вы можете проводить с ребенком дома. А сейчас я вам помогу немножко расслабиться. Сейчас я вам включу музыку классическую. Вы попробуйте расслабиться. Мы спокойно отдыхаем, снова волшебно засыпаем. Дышится легко, ровно, глубоко. Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Напряжение улетело и расслаблено все тело. Будто мы лежим на травке, на зеленой, мягкой травке. Греет солнышко сейчас, ножки теплые у нас. Дышится легко, ровно, глубоко. Мы спокойно отдыхаем, снова волшебно засыпаем. Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать. Надеюсь, у вас получилось немного расслабиться и отдохнуть. И, как сказал Владимир Михайлович Бехтерев, известный психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка – это целитель здоровья. И даже несколько минут в день хорошей музыки помогут ребенку обрести душевное равновесие и получить заряд положительных эмоций. Через пение, фантазии, рисование, движение, игру на музыкальных инструментах ребенок может выразить себя, стать общительнее, здоровее и умнее. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До свидания.